Лодку большую прадед наш решил построить для внуков. Строил всю жизнь, но не достроил ее тот прадед наш, оставил нашему деду. Ждали мы этой лодки, не дождались. Лодку большую наш отец решил достроить для внуков. Строил всю жизнь. Мечтали, друг мой, тогда на лодке той пройти с тобой вокруг света, но мечты разлетелись, наши мечты, наши мечты, и стали мы строить целый корабль. Сын мой, настанет час такой, что ты проснешься с рассветом на корабле и встанешь твердо на палубе лицом к океану жизни, и в тебе воплотятся наши мечты. Наши мечты из дедовской лодки вырос корабль, вот он, гордость наша, плывет он свободный, и для него не страшны бури. Веру мою в счастье твое, в грядущий мир он придет для всех людей.
31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40. 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55. 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67. Ну и нервы. Ну что вы здесь собрались? Делать, что ли, нечего? Ох, Василий Антонович, дел столько, что и подумать страшно. Какие там дела? У нас делишки. Вот у Забелина дела. А что? Отлупит он тебя когда-нибудь, Василий. Ничего, ничего, пусть учится. Хватит шашкой-то махать. Ну, помахать, я думаю, еще придется. Да, махать хорошо, когда лицо видишь. Вот я тебя сейчас вижу. А когда все... Тяжело, ребят. Вот счет аренды мучного склада получено задаток 50 рублей. Еще, Андрей Тимофеевич, у нас имеется счет на закупку фуража. Значит, овса на сумму 700 рублей 90 копеек и сена на сумму 120 рублей 10 копеек. Кроме того, еще есть счет в страховой кассе. Мы уплатили 700 рублей и пени еще. 14 рублей 20 копеек. Извиняюсь, 18 копеек. Вот она, моя бумажная могила! Зарыли? Закопали славного бойца-кавалериста? А? Ну что ты на меня глядишь, дедушка? Дебет-кредит? Соль-то мой. Не могу больше. Мыльников, зайди к Мишланову. Иду. Здравствуйте. Привет. Конечно, жалко. Ну, все понятно, Лига наций. Ясно, о чем они Сколько ждали? собрано? 526 тысяч золота. Будем отправлять. Как? А что я могу? Вагон бронированный, пулемет, 2, 50 человек. Что, мало? Так нет же больше. Да знаем, что нет. Банда Брылова, говорят, опять появилась. Ой. Все, спасибо, Тамара. Поедут Грунько, Дмитриев Лемех. и Егор Шилов. Они будут отвечать персонально. Шилов главный. Меня пошли. Очень прошу, Василий Антонович. Грунько, Дмитриев, Лемех и Егор Шилов. Что повезут золото, должны знать только они.
Из охраны больше никто. Егор сделает все как надо. Как вам известно, товарищи, весной этого года отрядом Борисова была разгромлена банда атамана Соловейка. Так вот, при ликвидации этой банды был убит казачий сотник Федор Шилов. Как потом оказалось, родной брат Егора Шилова. Ну и что? Как ну и что? Мы везем драгоценный груз. Все должно быть чисто. Я против Шилова. Вот так. А, собственно, что вы смеетесь, товарищ Лепять? Да я с Шилом 3 года в одном батальоне. Да я с ним! Да вы что? Егор от брата сам по себе! Да, но ведь... Так ведь можно все что угодно оправдать. Не знаю, может быть, я не прав. А вы что молчите, товарищ Кунгуров? А вы что от меня хотите? Тут должны все решать. Много людей оказалось по разные стороны. Сыновей, отцов, братьев много. А то она и революция. А Егор Шилов – это... Поэт. Я за него ручаюсь. Ну, в общем, давайте голосовать за всех сразу, а то мне еще в депо ехать. Кто за? Против? Воздержался? Все. Сегодня 15-е, послезавтра 17-го идет поезд на Москву. К нему и прицепим бронированный вагон. Все. Нет. Что нет? Брошь курить. Сердце что-то побаливает. Ой. А Коль-то у нас воздержанный стал. А ты сядь на мое место, а я посмотрю. Да. Посмотрю. Махнемся, не глядя. Ты деньги считать. Я контр ловить. А? Патронтаж забыл. Повезете золото в Москву 17-го в 6:30 вечера. У вас почти 2 дня в запасе. Советую отдохнуть, выспаться и еще постарайтесь никуда не отлучаться из дома. Поедете в бронированном вагоне. За золото и ценность несете персональную ответственность. Все ясно? Все. Вопросы есть? Нет. Задание, Егор, трудное. Очень. За золото отвечаешь лично. Ты. Ты что? Все будет хорошо, Николай. Прощай, радость, жизнь моя. Знаю, едешь без меня. Ты знаешь, я на губкоме за тебя не голосовал. Даже не знаю. Совсем дерганый стал. Знать один должен остаться, тебя мне больше не видать. Сам я знаю, почему ты, девчоночка, меня, ты одна меня тревожишь.
скоро будет. Вот и хорошо. Здесь все. Держите в одном состоянии до приказа. Шприц? Я же сказал, здесь все. Ай, извиняй. Послушайте, не понимаю. Зачем все это? Ведь я после операции мог бы уходить из ЧК. Совсем. Куда ты лезешь, Воняев? Нет. Опять вы за свое. Я Ванюкин. Воняев. Послушайте, я сделал все очень хорошо. Честное слово. Беги сюда, у нас соседа убили Шилова! Да знаю, бегу! Я закончил. По всему телу видны следы пыток. Лицо изуродовано до неузнаваемости. Убит 2 выстрелами в затылок. Унесите, вы свободны. Саша. Все, Василий Антонович, все, ухожу. Ну что? Понимаешь, Золото в сейфе? лицо... Золото в сейфе ты проверял? А ну быстро! Степан, поезжай в ЧК, вызови Грунько Дмитриева Лемеха. Ты меня слышишь? Слышу. Вместо Шилова пойдешь ты. Ну, а ты что стоишь? В первый раз, что ли? Не могу я, Василий, на эту должность. Не могу. Мне бы в армию или на завод. Да вы что? Я тебе покажу завод. Да вы что? Я вам не дам. Я вас... Золото будем отправлять сегодня же. Только сегодня и без всякой охраны. Ты меня понимаешь? А бронированный вагон останется на станции. У всех на виду. Понял? Пусть те, кто убил Шилова, думают, что мы задержали отправку золота. Ты меня слышишь? Слышь. Немедленно отправляйся на станцию и распорядись.
Может, и Егор был бы жив. Сердце что-то ноет и ноет, ноет и ноет. Неспокойно как-то. Курить бросай. Брошу. Что, ребят, спят? Спят. Купе все закрыты. Закрыт. Даже мешочников на крыше нет. Краской облили. Как буржуи едем. Послушайте, Лебедев, вы случайно губы не красите? Крашу, крашу, успокойтесь. Дела. Господа, идет. Все готово. А? Семафор. Ступайте на место, от стрелки не на шаг. Понял. Господа, помните, от начала до конца операции не более 4 минут. Иначе мы все рухнем с моста. Сигнал «Белый маяк». Имейте в виду. Я не кончил, господин ротмистр. Оставьте, штабс-капитан. Здесь не дети, мне все ясно. И потом там одеколоном, как в солдатском бардаке. Ну что, пора? Он здесь идет медленнее. Пошли. Красный вон, тут раньше никогда не останавливались.
все сделал. Чисто-чисто. Ага. Спасибо. Спасибо. Ага. 3 ампулы сделал, да, уже. Без сознания лежит все время. Ага. Выпускай? Понял. Ясно. Ага. Совсем. Выпускать так выпускать. Господи, что делать? Освободить вагон! Быстро! А ну, поворачивай! Не стрелять буду! Ну, поворачивайся! Что вы делаете? Я усердно говорю, кретин! Отойдите, прошу вас! Не трогайте меня! Не трогайте! Демке! Он нас запер. Меня зовут Гиви. Девушка. Ох. Делом надо заниматься, дорогой мой. Делом. Все, Геннадьевич, все. Все, пора. Где? Господи, нету.
к вам. Вы кто? Ротмистр Лемки, воевал в дивизии Капеля. Куда ехали? Пробираюсь из Читы, хочу убить красных. Неблагодарное это занятие. Бить красных. После сегодняшнего куша? Какой там куш? Барахло, тряпье. Ну, поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали. Я бы хотел, мне... Ну, присаживайтесь. Угощайтесь. Клава! Степана убили! Клава! Это случилось на перегоне Кедровка-Березовая. Около 7 часов утра, видимо. И Саул ушел. Может, совсем. О Лепягине и товарищах ничего не известно. Вот. Андрей Тимофеевич! Уйди! Девушка, зажиму! Счета надо подписать, Андрей Тимофеевич! 5-й день жду! Ты чего стоишь? Иди сюда! Нужно срочно формировать отряд. Теперь Брылов уйдет совсем. Ну что стоите? 500 тысяч! Егора убили! Лепягина! А вы стоите по коням! Алеша, заводи! Остынь, Андрей. Остынь. Неспроста все это, товарищ Савычев. И Шилов, и брат его сотни. Неспроста это, Василий Антонович. Неспроста. Шилов мертв. Алешка, не давай коню нагибаться! Заподпружится! Испугались. Вы знаете, а я вам не верю. Совсем. Отчего же? Не знаю. Господин Ясаул! Послушайте, если бы вы получили деньги, много, 500 тысяч рублей золотом, а? Что бы вы сделали? Да не тот, мой. Григорий! Мама тоже не пьешь. Глаз с него не спускай, понял? Голову отверну. Привет. Нет, ребят, я все-таки не понимаю, как это может быть. Чтоб человек вообще ничего не помнил. Может, и пьяный был. Может, выпил, а? Я не пил. А как же ты на том дворе-то очутился? Ведь 3 дня прошло, а говоришь, не Андрей, пьяный ведь... Не лезь. Ну, хорошо, Егор.
А документы твои где? Партбилет? Не знаю. Ничего не помню. Ничего. Куда же он? Я же не... Андрей, не лезь. Ну все, тихо. Начнем все сначала. Давай, начнем все сначала. Значит, ты пришел. Да, Лег, да? Да, я пришел. Угу. Револьвер где у тебя был? Револьвер у меня всегда под подушкой. Возьми мой, Да. положи под подушку. Может, что-нибудь вспомнишь. Сейчас. Начнем все сначала. Нет, ребята, ничего не помню. Хоть убейте. Ничего. Да тебя уж раз убили! А вместо тебя другого подложили! А потом Лепягина убили! Дмитриева, Лемеха, Крунько из-за тебя! Золото грабили тоже из-за тебя! Слушайте, он вам врет! А вы слушайте! Не помню, не знаю. Ясно, что Исаул знал, когда пойдет поезд, и что в нем повезут. Откуда он мог знать? Да ты что думаешь, что Егор, ну ты же не помнишь ничего. Ты же ничего не помнишь. Мог по пьянке ляпнуть. Ну не пил я, сколько раз можно тебе говорить, не пил я! А где же ты трое суток был? Послушай Трое ты, суток ты же... да послушай ты меня! Николай! Пусть он уйдет! Что же вы, ребята, делаете? Нельзя же так, нельзя. Нельзя так.
Ну, зачем же ты? Ну, зачем? Что мы не верим тебе? Нам правду надо знать. Что? Что? А я что, не хочу знать? А вы? Куда скотину гонит? На станции, что ли? Ага, грузить голодающих. Ну, пошла. Давай. Мне нужно выйти. Куда это? Подожди. Ты что, раньше не мог? Раньше не хотел. Не положено, терпи. А? Терпи. Все, поехали. Миша, гляди начальство. Ну да ладно, давай иди сюда. Так, не могу его больше терпеть. А я что могу сделать? Сережа, притормози, пожалуйста. Не позорьте меня, ребята. Я правда терпеть больше не могу. А? Алешин, проводи. Ладно, идем. Только быстрее давай. А? Быстрее говори. А, хорошо. Так. Ты куда? Ну не на улице же я буду. Эй! Сейчас. Эй! Стой! Ты меня, Алешин, прости. У меня другого выхода нет. Меня сегодня возьмут и расстреляют. А мне еще правду узнать надо. Эх, Алешин. Ай, моя гитара милая, да разгони ты. А я в это не верю. Не верю! Нет, не верю. Не верю.
Добрый день. Ну что, поговорим? Конечно. Кто это? Ты кто? Кто ты? А? О! А! Ну что вылупился? Ты кто? Шилов Егор Петрович. Чекист? Чекист. Нехорошо. Шурик. Совсем нехорошо. Отъедем. Ну что же такое получается-то? Я золотишко собрал, приготовил, а ты все себе захапал. Нехорошо, Шурик, старших обманывать. 500 тысяч в поезде везли? Везли. Поезд ты грабанул? Ты, а? Я все сделал, а ты делиться не хочешь. Нехорошо, Шурик, совсем нехорошо. Ай, лемки. Ну, если врешь, гляди. Поехали. Домой! Домой! Ты что ж делаешь-то, а? 500 тысяч в банде, а ты молчишь. Сам решил хапануть, а? Ах ты, сволочь ты здесь. Ну, смотри у меня. Это тебе за сволочь. Золото где? Здесь где-то. В Чиковаше копался. Аж. Фамилия? Пошел вон, хам. Это тебе за хама.
фамилия? Хам. Убью тебя, паскуда. Нет, дорогой, ты меня не убьешь. Ты меня теперь беречь будешь. Нашего человековчика знаю теперь только я. Да. Хорошая у нас компания. Послушайте-ка. Послушайте. Это все ваши дела. Это ваши дела. А вот что касается золота. Больше никому ни слова. Иначе, если мои орлы узнают об этом, могут быть неприятности. Зачем нам это надо? Договорились. Вот хорошо. Спокойно, спокойно, Ванюкин. Излагайте все по порядку. Да, хорошо. Я его не знаю. Я его даже в лицо не видел. Да, я его не знаю. Господа офицеры видели, я Как нет. же вы исполняли поручение? Только по телефону. Да, по телефону только. Вот, вы знаете, да. Или через господ офицеров. Они все погибли, все. Вот. Ой, вы знаете, может, и Саул их захватил? Значит, да. Кто-нибудь из них может выйти к вам на связь? Может. Какой наркотик вы кололи Шилову? Вы знаете, я не разбираюсь. Они принесли ампулу, шприц. Вас спрашивают, какой наркотик вы кололи? Я говорю, шприц ампулу принесли. Я человек маленький. Ну вот что, Ванюкин. Да. Вы понимаете, что у вас нет выхода? Я сам пришел, сам. Товарищ Шилов велел, я пришел. Утром вы поедете на станцию Да. и будете ждать кого-нибудь из господ офицеров. Ага. А потом сообщите нам. Вы меня поняли? Понял. Вы меня хорошо поняли? Очень хорошо. Очень Уведите. хорошо. Да, я пошел. Сейчас, минуточку. Простите. Ну, Андрей, видать, и ты дождался. Дяденька Андрей, ну возьмите, а! Отстань ты от меня, сказал, не возьму. Алексей, давай, ребят, собирай. Эскадрон, становись! Катя! Катюша! Андрюша! Прощай, радость, жизнь моя, знать уедешь без меня. Эй! Почему шашка справа боку? Так я же левша, товарищ. Ничего не знаю, устав нужно блюсти, так? Ты чего такой суровый? Да муштук где-то посеял, черт, отстань ты от меня, ну что? Давай начинать. Есть. Отец. Ванюшка, иди сюда, здесь виднее! Ну. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Эскадрон, становись! Давай! Бойцы! Грозные альбатросы революции! Еще прячется по углам недобитый враг! Еще крадется по темным закоулкам нашей революционной родины! Черная измена! Еще появляются на ее многострадальном теле подлые змеиные укусы
но мы всегда на страже! Защитим до последней капли нашей красной рабочей крестьянской крови! Эскадрон! За мной! Рысью! Марш! Что случилось? Что? Ночью в камере убит Ванюкин. Что? Охрану я допросил. Чужих никого не было, только свои. Здравствуйте, дядь Коля! Кто? Здорово. Кто? Ну, не разбей. Я заходил, я. С начальником охраны чай пил. Чай пил. Коля! Да. Что с тобой? А что со мной? Со мной ничего. Со мной ничего. Простите, я хотел добавить. Видимо, когда убийца вошел, Ванюкин проснулся и вскочил. Убийца кулаком оглушил его. На правой стороне лица сильный кровоподтек. А уж потом он его ножом. Вы свободны. Спасибо, Григорий Христофорович. Подкидывай! Ну давай, ну Будь все проклят. С правой, правой. Лови! Ты что? Ничего. Это я нашел в камере Ванюкина. Это же Забелина.
Твоя? Мой. А золото где? Пойдем, покажешь. Ай, конь. Я конь жалел. Бай, собак. Лицо камча бил. Твой отец Бай? А? Какай Бай? Каем жениться хотел. Деньга не был, колым платить. Папка старый меня. Старый! Мамка старый! Юрт совсем худая стал. Дождик мимо крыши капит. Халат не был у меня. Халат не был, честное слово. У меня халат не был. Каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил. Конь! Конь держал! Конь! Давно ехать надо был! Конь держал! Конь болел! Конь жалел! Ну, хватит! Где? Забирай, шакал. Положи пока на место. А если бы я плавать не умел? Потонул бы, лопух, и все дела. Ты зачем меня спасал? Я тонул. Себе золото не брал. Себе только и знаешь. Себе-то за что? Темный ты человек. Бая собакой называешь, а сам баем хочешь стать. Наберешь батраков, будешь их нагайкой лупить. Будешь. Это, брат, марксизм. От него никуда не денешься. Наука. А как знал, что золото у меня, а? Цепочка-то с баула. А вот ты знаешь, что у тебя сейчас на голове рога растут? У всех, кто своих же братьев, бедняков грабит, у всех на башке рога вырастут. Понял? Ой. Стыдно, брат. Стыдно. И нехорошо. Какой такой? Я тебя убить хотел, ты меня спасал. Ты брат теперь мне, вот. Одеялку мы верни. Да я не брат. Вот даю. А что нашел золото? А?
сказать, обожрался. Значит так, а что ты уже 25, ваше благородие? Ну, собственно, не 25, там обычно там такая излучина и деревня Рассохи. Отряд сабель 300 примерно. Там, может, не 300, там есть тачанки. Ну и просто вот при свидетеле я могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Ничего нельзя гарантировать. Если отряд прижмут к реке, по-моему, крышка. Крышка. Если прижмут... Крышка. Если нас к реке прижмут, то всем крышка. Лошадей готовь, слышишь? Ну что ты радуешься? Что ты радуешься, Балагур? Хочешь, чтобы нас всех перебили, да? Ты этого хочешь? Ой. Ой. Слушай, Лемки, пора комиссару кишки выпускать, а? А потом тебе. Ты меня стричь-то будешь? Ну что? Петька! Ты ротмистра не видал? Куда ж он девался, черт? Ротмистр! Лемке! Что? Во-первых, у меня насморк. Когда затыкают рот, совершенно нечем дышать. А во-вторых, еще раз повторяю, что ты хам и дурак. Ты можешь забить меня до смерти, но нашего человека в ЧК я тебе не назову. Только за золото. Понял? Послушай, ну хватит дурочку валять. Поделим поровну и разбежимся, и забудем, как сон. Ведь у тебя больше червонцев в кармане никогда не было. А тут 250 тысяч. Пойми. Я не виноват! Что? Убей его! Барон башка! Он про золото знал! Исаул сказал, Исаул золото! Ать! Пошел! Мост пошел! Ушел Исаул, понимаешь? Я не виноват! Я не виноват! Он меня избил! Куда? Куда он уехал? К мосту! Когда? Как стемнело! 5 часов скачет. Река! Плот надо, командир! Дерево надо! Дерево надо, быстро догоним, командир! Река! Я не виноват! Ой, как он... Избил! Он хотел меня с собой взять! Вот избил, я не виноват! Брод узкий. Прижмем к броду. Накроем пулеметами. И все. Сколько время? Рано еще, рано. Пора. Самый раз. Эскадрон! В бою!
солнца глаза не вижу. Ну-ка, дай ко мне. Мне эти игры не нравятся. Я сторона нейтральная. Вы сражаетесь, а я подожду. Потерпи, ротмистр. Немного осталось. Ты давай в обход справа, а я по краю обрыва отвлекать буду. Давай. Скорее бы вы друг дружку ухлопали. Лежи смирно. Ненормальный. Шилов. Не могу я, не могу больше, Шилов. Зацепился. Ну не могу больше. Кажется, конец. Конец! Ты куда? Назад? Куда? А ну назад. А? Что? Назад, назад! Щенок. А ну развяжи мне руки быстренько.
Ах ты дрянь. Да я из-за этого золота 100 раз под смертью ходил. А ты пакостник, ублюдок, недоросль. А ну брось свою игрушку, дурак. Да я тебе сейчас уши надеру. Попал! О, дорогой ты мой! Что ж ты меня на себе понесешь, что ли? Понесу. Жаль, меня и Саул не убил. Тот ты переживал бы. Слушай, шеф, покажи, столько за ним гонялся. Ну зачем тебе это надо? Ну скажи мне, я хочу знать. Ну скажи, зачем тебе это надо? Ну принесешь. Ну принесешь ты это золото. Ну и что? Но они же тебя за это же золото и расстреляют, понимаешь? Расстреляют! Вон же граница! Уходи, не будь же ты кретином! Это надо одному, а не всем! Понимаешь? Одному! Уходи! Такое бывает только раз в жизни. Только раз. Ты пойми. Раз! Господи. Господи, ну почему ж ты помогаешь этому кретину, а не мне? Потому что ты жадный. А даже Бог велел делиться. И вообще помолчи. Дай отдохнуть. Мне еще тебя на себе переть. Лови! О, коробок ты левой рукой поймал. Ну что ж, я же левша. Золото было ограблено вашими людьми из подпольного центра. Шилова вы убрали и вместо него подложили труп путевого обходчика. Разыгрываешь, да? Сговорились? Ладно, понял. Что вам делать, что ли, нечего? Дурил, иди. Но Шилов бежал из тюрьмы и заставил вашего связного прийти к нам с повинной. Тогда вы убили Ванюкина и подложили ему в камеру мундштук Забелина. На, Андрей, держи. Но мы бы опять клюнули на вашу приманку, если бы не ваша левая рука. Да. Вы ведь левша, да? Да. Левша. Вот и в камере Ванюкина вы сначала ударили его левой рукой, а потом уже ножом. Ага, да.
Правильно? Да, правильно. Всех убил. Всех зарезал. Что вы делать, что ли, нечего? Ну, ребят, ну что вы, а? Удумали. Рабочего Никодимова народ знает. Рабочего Никодимова убили 2 года назад по дороге из Омска к нам. Мы вас еще с его женой познакомим. А вот это врешь. Жены Никодимова нету. Правильно. Ваши люди должны были ее убить, но она, к счастью, выжила. Вы этого не знали. Отдают, ребята! Жизнь моя, знаю, уедешь без меня. Знать один должен остаться. Ты что? Мне не поверили. Не поверили. Мне. Жизнь моя, знаю. Ротшильд, хренов. Ремке! Ремке! Ротмистр! Ну что стоишь? Уходи. Я умереть хочу, слышишь? Я тебя как солдат прошу. Товарищ командир, что с пленными делать? Отправляйте без меня обозом. Понятно. Трогай, догони. Есть! Шилова нет. Брылова нет. Золота нет. Это моя вина, Дмитрий Петрович. Я был инициатором по отправке золота. И отвечу перед партией по всем законам нашего тяжелого времени. А Егор...
Рассказывай.